Где ты тут слепой? Что там твой этот Карпенко, гнида конченая, вякает? Он что думает, он по жизни будет вякать, и никто с него не спросит? Есть законы международные, он международный преступник. Вы все скоты будете отвечать по законам. Вы скоты, мерзавцы. Русские, православные, подрусские агенты Руси. Все вы будете привлечены к уголовной международной ответственности. Над вами всеми будет процесс как в Нюрнберге. Над поверженной Германией. Шныри. Живой, спасибо. Именно за этим я и зашел поржать. Откровенно поржать. Спасибо. Реально спасибо. Подожди, слепой, подожди, котяра. Подружки ты, котяра, русский, православный ты. Котяра, с Казахстана. Руссо-немец. Кстати, эфир называется «Шныри в сборе». Вот, один из шнырей у нас в гостях, слепой кот, просто для друзей наших. Кто нас слушать будет и кто слушает. Слепой кот шнырь. Русский православный шнырь с Германии. Раб. По сущности раб. Очень приятно. Раб. Где твой друг Карпенко, шнырь этот Золкин, гнидовый? Почему вы не ходите? Он с пленными же мужчина, Карпенко. Вопрос, с чего вы взяли, что я православный? Где я такое сказал? Потому Где у меня это написано? Потому что ты шнырь, поэтому ты и православный. Атеист, я в Бога не верю. Вставайте, люди русские. Еще накидываю, я мало поржал. Недолго ждать. Я поржать сюда пришел, ну реально, ну вы чё, ну. Ну давай, начинай. Терпила, ты будешь ждать, сколько нужно, сколько тебе надо, мы тебя будем заставлять, потому что ты терпила. Вы все терпилы, вся Россия терпила, наполнена терпилами. Вся Русня, русские, все, вы рабы и терпилы. И ты будешь терпеть здесь и ждать. Ты будешь стоять, понял? Будешь стоять и слушать, шнырь ты конченый. Иди передай Карпенко и Золкину, что эти два шныря, они, вот это все утрясется, где бы они ни были, на них будут заведены уголовные дела, и они за пределы Украины, и на территории Украины будут присутствовать законом, и будет экстрадиция. Я это обещаю. Просто передай этим двум шнырям, русским агентам ФСБ, что они понесут уголовную ответственность с международным правом. Можно попросить записать именно это, насчет этого голосовуху скинуть мне, я тогда скину это своему непосредственному начальнику, а мой начальник передаст это Золкину и Карпенко. Пусть заходит и слушает здесь. Начальник шнырь, и ты шнырь, и вы все рабы. Вот рабы, понял ты? Рабы. Рабы. Ты знаешь, что раб? Вот ты раб по жизни. Очень весело, как вы обиделись, как маленькие девочки. Вы забыли девочки. свист бамбуковой палки, по-моему. Чеченцев назвали чеченцами, кадыровцев мы точнее не назвали обиделись, кадыровцами. Мы не обиделись. И вы обиделись, как маленькие Нет, девочки. мы не обиделись, мы просто увидели всю вашу суть, как с пленными. Меня только одно вывело, то, что с пленными вот так разговаривает человек, да. Нас вывело только то, которых что он сам не пленил, понимаешь? Нет, абсолютно. Если бы он сам их пленил, наезжал, это другое дело. Но он никто, понимаешь, вот и все. Что самое веселое, что чеченцы, которые воюют за Украину, они ни слова не сказали Карпенко, потому что они понимают всю суть происходящего. Ну а зачем говорить что-то? Я тоже слова не скажу Карпенко. Блин, о чем мне говорить? Чеченцы, как ты говоришь, подожди, слепой кот, подожди. Вот ты говоришь, какие-то там чеченцы воюют за Украину. Вот те чеченцы бородатые, которые, как ты говоришь, воюют за Украину, они тоже такие же шныри и рабы, как и ты. Потому что у них разум затуманен русской православной Ахрусуной. Вы все рабы, вы все с одной стороны. Одна сторона у вас сила тьмы, зла, мракобесия. Вы все мракобесы, ты понимаешь ты?
А силы добра, они против вас. Пожалуйста, вот это все записать и выложить, я умоляю, это честно, А это это все огромный охуенный записывается, стендап. ты тупой, дебильный, слепой кот, смотри, здесь красная точка, ты уже записан, идиот. Тебе это об этом и говорится, что запись ведется и будет все выложено. Зови с канала Карпенко и Золкина всех своих администраторов, всех шнырей, таких как ты. Пожалуйста, мы вас ждем. Мы не боимся говорить, да, вы нас убиваете, да, вы преследуете, у вас деньги, у вас оружие, за вами великая такая террористическая Россия, но правду вы заглушить не сможете. Не сможете. Давайте сюда идите все, вас ждем. Нахер вы им сдались? Я говорю, я пришел сюда поржать. Спасибо большое, я ржу от души. Давайте продолжайте. Попробуй таких шнырей, как ты. Я жду шнырей. Я хочу здесь разводить шнырей и запускать их вакциной, делать им вакцину, как крысы, чтобы они не размножались. И буду обратно вас запускать к вам шнырям туда, в ваши каналы шныревые. И туда, в Россию вас обратно. Яйцеклеточные. У тебя вон предостаточно 41 шнырь еще слушает. У остальных моих админов свои дела. Нахрен ты им сдался? Какой же ты все-таки шнырь. Ты веселый. Мне интересно, ты получишь пизды от тех чеченцев, которые воюют за Украину, или нет в итоге? Ты гнида конченая. Вот какая же ты гнида сквернословная. Сквернословишь на каждом шагу тут. Тебя только шнырем, гнидой и рабом называют, потому что это твой статус. А ты тут материшься, скотина конченая. Что ты Хочу, хочешь? то и делаю. Ржет, знаешь, Долго не будете делать. Шныри, долго делать не будете, мы вам обещаем. Это мы вам обещаем. Два участника. У меня вопрос к слепому коту. Вопрос можно? Сколько получили вот это вот, как вы сейчас выразились, украинцы, которые воевали на стороне России, украинцам, которые воевали на стороне Чечни? Потому что с обоих сторон были украинцы. И кто кому их дал? Вот то, что вы сейчас сказали. Хрена Так не что- понял. У меня вопрос к главному администратору. Ничто не истинно, все дозволено. Вопрос, вы фильм посмотрели или в игру поиграли? Просто реально, это пожалуйста, очень ты- весело. Слепой кот, я просто тебя прошу, как слепого кота, приведи своих администраторов со всех этих каналов, которых у вас там около 5-6, таких же шнырей, как ты. Я хочу с вами побеседовать, вот именно по правду, вот, за правду, понимаешь, вот, чтобы была истина. Где ваш Карпенко, где ваш Золкин? Я хочу с ними говорить. Я хочу с вами говорить. Почему вы не идете на контакт, шныри? Пятницу, Почему вы, субботу, голосовые шныри, чаты. не идете на контакт? Вы что думаете, вечно будете прятаться за русским ФСБ? Золкин, Карпенко, тебе обещают и говорят, это будет приведено в исполнение. Свободные чеченцы, которые находятся в странах Запада, вы будете поданы в международный розыск, и где бы вы ни находились, вы предстанете перед Международным уголовным судом за то, что вы глумились за военнопленными, вы нарушаете Женевские конвенции. Понимаете? По военнопленным. И вы все будете привлечены к уголовной международной ответственности за то, что вы глумитесь над военнопленными, какими бы они ни были. Умные, Вопрос, я тупые, могу? глупые. Хотя, слушай, шнырь, дай докончить. Хотя эти шныри, которых вы ловите, там, отлавливаете на свои вот эти видеоинтервью, подставляют, это филиал ФСБ. Мы все это понимаем. Мы их не поддерживаем за то, что они пришли убивать украинцев. Мы, наоборот, это осуждаем, осуждали и будем осуждать. Но то, что вы творите, накидывая ярлыки и навязывая нам этот образ каких-то бородатых, тупых идиотов, это мы, конечно, вам не простим никогда. Вы будете нести и понесете заслуженную ответственность. Потому что вы сами на себя создаете досье. Вы эти видео, свои интервью, мы записываем их, откладываем, и каждое ваше слово, за каждое ваше слово, этот видеоматериал – это доказательная база вашей вины и того, что вы нарушали международные конвенции. Вы сами на себя создаете досье. Вы будете отвечать, и все такие, как вы, будете отвечать. Вы что думаете, Россия будет вечно, что ли, вот так вот терроризировать весь мир? Россию признали террористическим государственным образованием, рассадником международного терроризма. Россия несет, понесет и будет нести ответственность. Она будет развалена
И все военные международные преступники, которые там у власти, это вся военная верхушка, генералы, все вот эти вот министры, все будут привлечены к ответственности, как Поддерживаю. все сербские генералы, как нацистская Германия. Вы все понесете это. А ты, слепой кот, ты вообще там будешь низшей стадии, но ты тоже понесешь это, потому что ты занимаешься такой же пропагандой терроризма международного, понимаешь ты? Шныря. Когда закончится понос слов, мне интересно. Сюда зови шнырей. Таких, как ты, шнырей. Я жду вас. Так вот, отвечая на первый вопрос. У нас по пятницам, по субботам голосовые чаты проходят. Вы можете спокойно прийти, там приветствуется любой желающий. Может спокойно прийти поговорить. Сидел до этого времени. Я тебе же говорю, ссылку скинь. Шнырь, я же приду, я же не боюсь вас. Я же хочу с вами говорить. Я на любую площадку приду. Ну, дайте мне сначала закончить, если вы хотите, нормальный конструктивный диалог. Первое, да, у нас есть открытые голосовые чаты, вы можете в любой момент прийти и поговорить, задать свои вопросы. Это первое. Второе, что там было? Слишком большой был понос слов, ну реально, это удержать все в голове нереально. Я же говорил, я могу спокойно, чтобы то, что я сказал, нужно иметь интеллект, чтобы понять это, проанализировать и на себя принять. Потому что ты тупой шнырь, вот ты кто, поэтому не понимаешь, что тебе говорят. Дебил ты. Нет, я не понимаю, а я забывчивый. Смотри, я могу спокойно скинуть. Тебя используют, ты сам того не подозревая, себя заставляешь самим собой сажать в тюрьму. Ты просто шнырь. И такие шныри, как ты, ну более умные, Карпенко и Золкин, таких шнырей, как ты, подставляют. Шнырь ты конченый. Слушай, давай, говори дальше. Я могу скинуть тебе свой адрес, можешь прислать чеченцев, можешь прислать спецслужбы, чтобы меня проверили. Ну, чеченцев я не боюсь и спецслужбов я не боюсь. Ну, спокойно, присылай, проверяй. Спокойно, я тебе еще в прошлый раз это сказал, что могу скинуть адрес. Ты меня так и не попросил его. Чем занимаются русские террористические банды, которые новичком на ручки дверей намазывают вот эти химическое оружие биологическое и травят людей. Мы чеченцы, свободные чеченцы, этим не занимаемся. Мы говорим в лицо правду и привлекаем уголовной международной ответственности. А те чеченцы, которые говорят, что бородатые, это твои чеченцы, такие же, как и ты. Русские православные ахлюшки, которые не соблюдают никакой закон. Вы бандиты все, террористы, мерзавцы. Понял ты? Вы изгои нормального цивилизованного общества. Вы все преступники, вы будете все в тюрьме. Это гарантирую. Говори, Шнырь. А Путина ты боишься? Третье. Бородатым, тупым чеченцем выставляешь себя как раз таки ты. И дальше тупоголовое существо. А Путина ты боишься? Его боятся? Вы чё, блядь? Вы единственный, кто его по имени называют, а, блядь, я тут его должен бояться. Хули мне бояться? Только если он ядерку в меня кинет. Какое вот и же все. У тебя дерьмо изо рта, ты даже с женщиной разговаривать не умеешь. Вы хуево по имени называете, как я с вами еще по-другому должен общаться. Шнырь конченый, вот ты кто. С тобой нормально человеческим языком общаться, просто твой статус, у тебя звание Шнырь. Просто твой статус, это твоя должность быть шнырем. Поэтому тебя называют шнырем. А так ты с тобой-то нормально разговариваешь, с тобой же не матерятся, ни тебя не матерят, не оскорбляют. Просто говорят, шнырь, слепой, кот, шнырь. Соляр, если я правильно вас понял, вы констатируете факт просто. Абсолютно верно. Просто констатируем факт. Слепой кот, шнырь, шнырь, слепой кот, шнырь, шнырь, слепой кот, кот, слепой шнырь, шнырь, шнырь. И еще раз 800. Дальше, еще раз. Еще раз. Для наших слушателей представляем. Это самый главный администратор с канала Карпенко под кодовым названием Русской православной бандитской ФСБшной службы «Слепой кот». Русские агенты Карпенко, Дмитрий, лжеапостол и лжежурналист, вот таких шнырей у себя держат в качестве главных администраторов на телеграм-каналах. И он же одновременно является администратором на канале Русского православного Ахрушка Шныря, раба Русни и агента ФСБ в информационном поле Украины Владимира Золкина. Приветствуем. Не любите и не жалуйте, слепой кот
но в нашем лексиконе под кодовым названием шнырь. Говорите. Еще раз. Еще Алло. раз, давай, ну. Алло, алло. Его не доходит. Мне реально нравится этот цирк. Истину сказал, милой Саляв, истину сказал. Алсадуэла. Красавчик. Мне очень нравится то, что 2,5 года вам всем было абсолютно насрать, а тут вдруг назвали кадыровца чеченцем, сказали то, что он раб, и тут вдруг оказывается Карпенко, блядь, ФСБшник. 2,5 года, блядь, вам было абсолютно поебать. Тебе пруфы нужны? Ты видел пруфы, где твой Золкин шнырь? Русский мир защищал в Украине. Ты видел это, шнырь? Да, кстати, насчет этого я могу сказать. На следующий день я зашел, у него, кстати, не удалено это видео, и спокойно можно посмотреть, да, написать в Ютубе «Золкин на проплаченных митингах». Это его была деятельность, да, он снимал видосы, как он ходит на проплаченные митинги. То есть там написано конкретно вот, переписка с куратором митинга, что там неизвестно, за что этот митинг, ему просто платят деньги. Он идет туда, да, он идет, на антимайдан идет, подождите, не перебивайте, дайте договорю. Хотите конструктивный диалог? Дайте договорить. За Януковича дайте договорить. Дайте договорить. На Майдане был митинг. Дайте договорить. На Майдане был митинг. А так он проплаченный ФСБ сейчас. Сейчас мы знаем, что он проплаченный ФСБ. Вот, подождите, стойте. Вот смотрите, у вас есть 19-секундное видео, да? А скиньте, пожалуйста, оригинал этого видео, и тогда мы конкретно все убедимся. Оригинал, полное видео, потому что оно есть на канале. Дайте его посмотреть своим слушателям или зрителям, или кто там, читателям вашего телеграм-канала, и вы увидите полную картину. Просто прикольно. Мы видели картину, на Майдане стояли, на Майдане мы знаем, кто стоял. Это антимайданный митинг был. Мы все это знаем, что там рассказывать. Ну так я вот взял на следующий день, загуглил, в Ютубе вбил «Золкин на митингах». И я увидел все, чем он занимается, и все вопросы у меня отпали. Понимаете, если человек умный, он не будет задавать тупых вопросов, он возьмет и сам всю информацию добудет. Прикиньте, я взял, потратил 3 минуты и нашел. Вы же только что сказали сами, что ваш куратор Владимир Золкин, агент русского ФСБ в информационном поле Украины, и Дмитрий Карпенко, лже-журналист, а также лже-апостол, за деньги, которые они получали из России, ходили на митинги, защищали русский мир, и на митингах антимайдан, который они проводили в Украине каждый раз, показывали и защищали русский мир. За деньги. Вы же сами это говорите, мы же вас за язык не тянем, вы же сами это говорите. Шнырь, слепой кот, вы вообще себе отдаете отчет, что вы, о чем вы говорите? Вы же сами себя как бы залаживаете. Вы должны отвечать по законам Украины. Вы занимались деструктивной деятельностью, дестабилизацией безопасности в Украине. Вы понимаете, о чем вы говорите, слепой кот? Шнырь вы. Солдат, приветствую всех. Для всех, дайте мне сказать. Подождите, кот, подождите, пожалуйста, дайте мне сказать. Я заметил интервью этого не Золкина, этого Карпенко. Он всегда говорит, там, обращаясь к русским, вот вы кормите Кавказ, вот вы кормите их, вы платите им и так далее. Я понял посыл вот этого Карпенко, что он хотел сказать. Он обращается к русским, он говорит, знаете, русские, если вы проиграете нам, то вы больше будете платить нам. Так что даже не смейте проигрывать. А не то, вы представьте масштаб, если вы Чечне вот так платите дотации, вы вообще там пипец нам будете платить. Он как бы этим намек делает русскому миру, чтобы они ни в коем случае не смели проигрывать. Понимаете ли? Вот в чем дело, посыл этого Золкина, этого Карпенко. Я больше всего слышу это от Карпенко, да, и как бы он мотивирует русские. Русские понимают, слушают, да нифига себе, представьте, мы кормим Чечню, а если мы проиграем Украине, представьте, сколько нам надо будет платить. Да ну нафиг, пускай наши
дети не будут это платить. Мы до последнего будем воевать и будем умирать, да. Наши дети не будут этим хохлам платить и так далее, понимаете, вот посыл. А он на самом... Подожди, кот, подожди, русский. Понимаете, вот в чем дело, что он намекает? Он намекает на то, чтобы русские до последнего воевали и завоевали Украину. А не то, если они проиграют, будут платить контрибуции, репарации. А этого Карпенко не может допустить, так как он за русский мир. И ты, кот, из Казахстана русский, как это вдруг ты решил спрягаться, ты русский из Казахстана, переехал под видом немцев, топишь за русский мир. Я, кстати, был у вас в канале, хотел с вами подискутировать. Вы вообще начали такое высокомерно, мне даже не ответили на украинском, не начали болтать. Но тут вы заходите, вы тут нема украинской мовою, но тут вы прямо такой русский, понимаете, у вас и казахский флаг, понимаете ли. Я даже могу поспорить, что у вас до этого был и русский флаг, понимаете ли. Ну, я же знаю, находясь в Германии, что вы говорите, мы русский мир, мы русские немцы и так далее. Но когда приезжали, вы все были немцами. Можете выключить ему микрофон? Я хочу на ваш вопрос. Нет, он не может выключить микрофон, потому что такой шнырь, как ты попросил, понимаешь? Так что, ребята, еще раз добавляю, не обижайтесь. Карпенко всего лишь хочет, чтобы русские не кормили Украину, как и Чечню, понимаете ли? И поэтому призывает, это намек такой, посыл. Русские, не смейте проигрывать нам, а не то вы будете кормить нас, хохлов, точно так же, как этих чеченцев. Пошел ты нахуй, понял? Пошел нахуй, я тебе говорю, пидор. Не надо материть крыса, пускай он матерится, но мы не материмся. Нет, я отвечаю, да? Слепой кот. Сейчас, слепой кот. Сейчас, подождите, дам слово. Я же всем даю здесь слово. Знаете что? Главное, дорогие друзья, участники канала, наши слушатели, мы не материмся, просто называйте раб, шнырь, гнида, это все нормально, потому что это его звание, это его служба. Но материться мы не будем, пускай он матерится, мы его учить не собираемся нравственности. И, кстати, слепой кот, мы никому микрофоны здесь не выключаем, а даем всегда говорить людям. Как бы, что бы они говорили, пускай люди сами слушают и делают выводы, в отличие от вас. Мы никого не выключаем. Сидят с выключенным микрофоном. Слепой кот, можно тебе вопрос задать? Ты Казахстан, Германия, у тебя флаг. Ты хамелеон? Я не могу понять, это как, в чем у тебя... Я немец по национальности и родился под флагом Казахстана. Это как вообще? Ну, ты так нормально живешь, да, типа, там хамелеон. Ну, как я это? Ответить полностью на вопрос, как это так получается, немец родился в Казахстане? У тебя паспорт есть немецкий? Паспорт есть? У моей матери немецкий паспорт, и у меня казахский. Ну, какой ты немец тогда? У тебя нет гражданства, ты не немец, получается. Я немец по национальности, по гражданству нет. Нет, у тебя паспорта ты не немецкого имеешь права по законодательству Казахстана иметь двойное гражданство. Ты кому на уши так и у меня нету немецкого паспорта. Алло, блядь, я же сказал, у моей матери немецкий паспорт, у меня казахский. Тебя у тебя нету паспорта немецкого, ты не можешь считаться немцем, понимаешь? По матери и отцу немец, они же, как можно уточнить, если не секрет? Смотрите, 400 лет назад, когда был открыт новый свет, когда европейцы поехали заселять Америку, мои немецкие предки поселения взяли, собрались и уехали на Кавказ. 300 лет они жили на Кавказе до Второй мировой войны. Когда Гитлер приближался к Кавказу, он собрал всех немцев, потому что он боялся, что они пойдут в немецкую армию, и сослал в Казахстан. Всех женщин и детей младше 14 лет он сослал туда, всех мужчин старше 14 лет приставили пистолет к голове и спросили, либо ты воюешь с нами, либо ты лежишь прямо здесь. Вот так вот. Мои немецкие предки оказались в Казахстане. Вы понимаете? Это понятно. Саша. Где жили твои предки? Слепой кот. Слепой кот, у тебя немецкого паспорта, если нет, то ты вообще не имеешь права говорить, я немец.
У тебя такого права вообще нет. Немка, у меня бабушка немка. Я единственный из семьи, кто без У паспорта, потому что я у меня тоже мама из Швейцарии, блин. У меня тоже мама из Швейцарии, но если у меня паспорта нет, то я никто, понимаешь? Слепой Если кот, твоя мама не вы, швейцарка вы, по национальности, то она не швейцарка по национальности, но она гражданин Швейцарии. А я немец по национальности, но гражданин Казахстана. Михаил, задай вопрос. Так, у нас вообще не насчет этого разговор идет. У нас идет разговор насчет того видео. Насчет того видео, да? Неинтересно Вы хотели дать мне высказаться. Дайте мне высказаться. Дайте задать вопрос. Механик, вопрос. Так дайте сначала мне ответить на тот, И сначала на то, что вы задали, а потом уже задаст механик вопрос, нет? Вам даем слово без устали. Просто механику дайте возможность задать вам вопрос. Механик, задавайте вопрос. Да, я вспомнил. Слушай, слепой кот, ты сам территориально не в Германии находишься, случайно? В Германии, а что? А вы, партия есть такая, АФД, альтернатива для Германии, вы поддерживаете? АФД, да. Нацики тут, Ну, вы поддерживаете эту линию, которая... Я не являюсь гражданином Германии, я не могу поддерживать или не поддерживать. Если немец выбирает АФД, это его право. То есть это они немного более... Короче, вы не в курсе, как я понял. Но это полезно для Германии, я считаю. Это мое вопрос. Слепой, Самурай Михаил, вопрос, очень интересный момент. Слепой кот, вы немцам даете право выбирать. А почему вы лишаете чеченцев права решать свою судьбу самим? Почему вы нам навязываете русню? Слепой кот. Вопрос, ответ. Где я лишаю права чеченца решать свою судьбу? Знаете, что Чечня является оккупированным, независимым, суверенным государством или нет? Оккупированным Россией, русней. Вы это признаете или нет? Вам должно быть по барабану, признаю или нет. Мне тоже я по вам барабану гражданину мира вопрос. Соберись сейчас. Вам, как гражданину мира, задаем вопрос. Вы можете ответить, озвучить вашу позицию как гражданин мира, как человек. Вы же все-таки человек, на двух ногах ходите, правильно? У вас две руки. Вы же на четвереньках ходите. Не, я квадроид, как их называют? Можете как гражданин ответить? Мне по барабану. Хороший ответ. Вы так, да, когда касается чеченской независимости. Это ваши проблемы, да. И государственности, вам по барабану, но когда военнопленных российских вооруженных русских террористических банд, насильно засланных этой же Россией, с оккупированной территории Чеченской Республики, вам это не по барабану. Они тут у вас чеченцы, да? Они чеченцы, мне пофигу кто они русские, чеченцы. Ах вы шнырь! Вот бы сейчас взять бы у вас за вашу бородку шнырёвку. Простите, пожалуйста, можно вставить мое слово? Я, как понимаю, здесь человек представился моей нацией. Слепой кот, вы немец? Пусть Дмитрий скажет. Еще один вопрос. Я хочу задать. Слепой кот, вы поддерживаете идею так называемых русских немцев или казахских немцев, находящихся в Германии или за ее пределами? Идея, заключается в том, что они, проталкивают историческую какую-то миссию, союз, русско-прусский союз такой, так называемый. Вы слышали, наверняка в курсе, о чем Нет, не слышал. Пруссия и Россия якобы... Да, он не слышал, Он не слышал. Дайте Дмитрию сказать, не перебивайте. Ну ладно, если не в курсе, тогда смысла нет. Благодарю вас. Слепой кот, у меня вопрос. Я случайно зашел сюда и сразу услышал. Вы представились моим соотечественникам, немцам. Я сам из Volksdeutsche. Да, по Volksdeutsch по Волжье и Volksdeutsch Прибалтике. Я в свое время от лица нашего народа выразил глубочайшую благодарность всему чеченскому народу за то, что они спасали наших детей, немецких детей,
из общих бараков Казахстана. Вы присоединяетесь к моей благодарности? Слепой кот, к вам вопрос. Рассказать историю, которую рассказывал. Не надо историю. Я просто спрашиваю. Чтобы вы поняли, почему я не могу ничего насчет этого сказать, потому что моя бабушка и ее прабабушка, ее мама, точнее моя прабабушка, не умерли с голоду только потому, что их закидывали казахские дети куртом, да, ну для надзирателей это были камни, оказалось это курт, козий сыр, да. Это были казахские дети, это были взрослые, которые давали своим детям курт, чтобы заключенные в этих концлагерях, мои предки, не умерли с голода, да. Единственное, что я могу сказать от себя и от своей семьи, благодарность казахскому народу. Я люблю Казахстан, если вдруг на него нападет Россия, я буду воевать за свою страну, за свою родину, где я родился под казахским флагом, да. И только благодаря казахам я вообще выжил. И только им я буду говорить спасибо. К чеченскому народу у меня нет никаких претензий. Если ты готов воевать? В январских событиях в Казахстане где ты был? Откуда вы знаете, где я был? Я был дома, праздновал Новый год. И тут у нас начинаются январские события. Я был дома. Где дома ты со своим народом. Новый год? Весь казахский народ плакал и в крови. Я был со своим народом. Откуда вы знаете, где я был? Новый год вообще-то был на носу. Обычно празднуют это в кругу семьи. А у меня большая часть семьи, которую я люблю, находится в Казахстане. Я был вместе со своей семьей. В трудный час я был со своим народом. Событиях? Я был на январских событиях. Кто вы такие, чтобы утверждать, что меня там не было? Да, я не понимаю, к чему эти вопросы ему вообще, я не понимаю. Можно, кто не понимает, зашел в курс вести. Какая вообще наше дело, где он был, когда он был, кто он, откуда он вообще? О чем речь? Обсуждаем это интервью, я просто не пойму. Приветствуем формата светила исламской мысли, религии ислам, слова Аллаха, проповедника Музмамада, любителя верблюжьей мочи, пил ее уже, 3 камешками подтирался. Формат знает все наизусть. Это наш великий светило исламской мысли. Формат. У нас в гостях Дмитрий Бивол. Оговорка по Фрейду, извиняюсь. Бивол, значит, это Дмитрий, в смысле, тот, который, да. Подождите, у нас в гостях слепой кот, да. Правая и левая рука Карпенко пришел, защищает русский мир. Где он тут? Он у нас еще находится или нет? И он просто говорит, что чеченцы во всем виноваты. А мы ему говорим, ты шнырь, русский под русский агент, раб, и ты будешь отвечать по законам международного права, по законам военного времени, в Международном уголовном суде в Гааге. А он говорит, что чеченцы во всем виноваты. Вот такая у нас дискуссия. Если есть вопрос, задавайте. Понял, благодарю. Кажется, он убежал. Шнырь ушел. Потеряли шныря. Потеряли. Кстати, шнырь нам, да, дорогие друзья, вернулся. Да, слепой кот нам обещал, он обещал прилюдно, мы записали это, что у них проводятся прямые каналы, на каналах Золкина, русского православного агента Русни, именно в информационном поле Украины, и на канале Карпенко, русского агента ФСБ на территории Украины в информационном поле. Прямые эфиры он обещал, клятвенно заявлял, что скинет ссылки и даст поговорить с этими мерзавцами, русскими агентами Золкиным и Карпенко. Вы обещали, мы ждем. Говорите. У меня есть ссылка на канал, можете зайти, там вроде бы сегодня, а может быть завтра будет голосовой чат. Я не сказал, что это будет какой-то стрим или, интервью. Я говорю, у нас есть голосовой чат, на который может прийти любой. Антитеррор. Вы меня слышите, да? Я хочу вам кое-что сказать. Во-первых, я сюда пришел, чтобы еще раз сказать насчет того 19-секундного видео, которое было вырезано из контекста, да? Отвечаю на этот вопрос. Еще раз говорю, скиньте оригинал этого видео, чтобы все ваши подписчики, слушатели увидели, что вы вырвали часть из контекста. Скиньте оригинал видео, чтобы каждый смог его посмотреть. Да. Какое видео?
То, что якобы Золкин ходил, ну, якобы, он ходил по проплаченным митингам, которые, оказались российскими проплаченными митингами. И Золкин по-моему, в 2019 году снимал именно такой контент. Он ходил на проплаченные митинги, чтобы показать их суть. Что они, это русские проплаченные митинги. Я так не вот, знаю, я его не публиковал. Вот, так вот, а вот этот администратор данного телеграм-канала публикует его и выставляет Золкина этим 19-секундным роликом, то, что Золкин агент Кремля. Хотя оригинал видео он сыт скидывать, потому что там написано все. И вы в прекрасно слышите, в таком случае вы правы полностью. Я хочу всем сказать, пожалуйста, вбейте Золкин на проплаченных митингах, и вы убедитесь в том, что вам пиздит главный администратор этого чата. И мне, кстати, очень нравится, что вы взяли вот этот вот слоган «Ничто не истина, все дозволено» из игры. Честно, из игры. Слепой кот, пожалуйста, можно вас перебить и сделать вам замечание, не материться в эфире, потому что здесь присутствует женщина, и вы тем самым позорите нашу нацию. Будьте добры. Извините. Почему вы так пренебрежительно сказали свободнеца? Из игры. Игра это что? Какое-то, не знаю, из другого мира что-то сюда вошедшее? Это художественное произведение, литература, то, на чем мы поколениями передаем знания. На таких же знаниях сделанная игра, притом с огромным философским базисом. Это выдумка, чтобы вы понимали. Это просто выдумка. Это слово не является историческим. Да, например, выдумка Библия, Коран, но миллиарды людей в них верят, еще тельняшки на себе рвут. А вся литература, Пушкин, Мушкин, все, на чем мы образовываемся, читаем там и так далее, это все вымысел. Ну туда же вкладываются какие-то жизненные ситуации, чтобы взять опыт или еще тому подобное. Во-первых, это запатентованная фраза, это Ubisoft. Ну, то есть ее могут принимать только ассасины. Вы ассасин, вы отрезали себе средний палец. Ну, пожалуйста, если запатентованная, я ее спиратил. Буду отвечать сам. Ну вот, с Ubisoft проблемы у вас будут, Спасибо. Если вы станете крупнее. Будем решать с Ubisoft. Какие ваши проблемы? Нет, я просто ржу. Я огромный фанат этой серии игр, и просто когда администратор этого чата потом скинул свои изменения, то, ну честно, я поржал, жестко поржал, что вы игру воспринимаете так серьезно, ну реально. И еще раз повторяю, я заканчиваю, мне нужно бежать, мне нужно дальше заниматься волонтерской деятельностью. Смех и так далее. Кстати, я еще вопрос хотел задать. Вы сказали, что ваши родители выжили, потому что казахи какой-то сыр бросали. Интересно, откуда эти казахи брали этот сыр, когда им самим не было нечего есть, и они сами находились в советском концлагере? Интересный такой вопрос. Я не знаю, мои предки жили там, где, казахов ущемляли, но типа у них были свои там, пастбище, производство, кто-то вел еще оседлый образ жизни. Казахи вас, когда вас выселяли, казахи вас позвали, да, идите сюда, за что вы их благодарите сегодня. Я никаких претензий не имею за благодарность, просто надоело это, понимаешь, казахи нас приняли, мы вас благодарим, день и ночь, все, говорят это. Это говорить можно, но всегда надо объяснять, что казахи сами ничего там ни хрена не решали и были таким же оккупацией, и никто ничего не спрашивал, туда людей привозили и бросали, и все люди находились в таких же условиях, как и они. А мы жили в одних бараках при этом. А мы жили при этом, немцы и чеченцы, в одних бараках при этом. И в 1956 году, когда чеченцы уезжали, они брали тех детей с собой. Это рассказывала моя прабабушка. Ну так я сюда пришел не из-за этого. Я еще раз повторяю. Так поблагодарить надо, народ-то надо бы поблагодарить за то, что нашу кровь спасали.
Спасибо всем тем чеченцам, всем предкам чеченцев, которые реально действительно этим занимались, которые не просто кичатся этим, а действительно бескорыстно, без задних мыслей делали доброе дело. Реально от души спасибо большое всем этим людям, конкретно, искренне от души спасибо. Слепой кот, я присоединяюсь к вашей благодарности еще раз. И сейчас не уходи, подожди. Мне, правда, пора бежать. Я еще раз повторяю, я волонтер. 3 секунды, дай мне сказать, я тоже с Казахстана. Мне очень много чего делать нужно. В общем, всю информацию нужно проверять. Слепой кот, дайте Слепой кот, не уходи, подожди. Подожди, к сведению, я тоже с Казахстана вырос, родился здесь, и гражданин Казахстана никогда не уезжал. У меня к тебе вопрос, знаешь, какой? Ну, у меня, кстати, в Германии очень много, я вырос с немцами, со всеми вырос. У меня вопрос, знаешь, к тебе какой? Вот этот вот супчик Корпенко, он не Карпенко, он Корпенко. С какого хрена, извини меня, ты к нему отношение имеешь? Я вот это что-то не пойму. Да по приколу админом стал. Ну ты это блуждаешь. А он что, тоже кустанайский? Да нет. Понятно, все, спасибо. Все. Так вот, в общем, всем к тем, кто... Слепой кот, даже несмотря на то, что мы вас называем шнырем, гнидой и агентом Русни, приходите к нам, мы вам всегда будем давать слово. Даже если вы шнырь, мы вас благодарим за то, что вы есть. Приходите, ждем вас и приводите с собой таких шнырей, как вы, а также Карпенко с Золкиным прицепом. Мы вас ждем и ждем ссылки на прямой эфир. Благодарим вас, даже если вы этого не заслуживаете. Можете идти. Так вот, всем тем, кто поверил в это 19-секундное видео, пожалуйста, если вы хотите убедиться в обратном, пожалуйста, забивайте в Ютубе. Золкин ходит по митингам и убеждаетесь в том, что авторы данного канала или администратор, или создатель вас всех наебал. Он ходил на пророссийские митинги в Украине, ваш друг Золкин. Так, дорогие друзья, как вы слышали, у нас был в гостях, сам того, не желая, конечно же, чтобы закинуть свои тезы, пробросы, главный администратор под кодовым названием «Слепой кот» на каналах русских православных агентов ФСБ, СВР и ГРУ на территории Украины в информационном поле, лже-журналиста Дмитрия Карпенко, лже-апостола, мерзавца подлого агента и закидывателя русских пробросов на информационном поле в Украине, а также Владимира Золкина. И сам же он подтвердил, что эти двое мерзавцев, агентов Русни, ходили на пророссийские митинги и получали за это деньги и провоцировали украинских националистов, а также украинских патриотов на конфликты. И их митинги назывались «Антимайдан». Дорогие друзья, на этом мы вынуждены закончить наш прямой эфир. Ждем все-таки ссылки на прямые эфиры на каналы этих двух мерзавцев, потому что этот слепой кот нам обещал. А эти два мерзавца к нам не приходят, общаться с нами не хотят, а выставляют всяких бородатых мерзавцев на своих каналах, а со свободными настоящими чеченцами они общаться боятся и не хотят, потому что сказать им нечего. Но мы все-таки заявляем официально нашу позицию, что эти два мерзавца и такие же мерзавцы, как они, а также высшее политическое руководство России и все мерзавцы правительства Украины в государственных структурах подрусские, которые Украина пронизана русскими агентами ФСБ, ГРУ, СВР, также высшее военное руководство России, политическое руководство, все они понесут ответственность и наказание по законам международного права в Международном уголовном суде в Гааге. Такой же процесс, как был в Нюрнберге после того, как немецкая фашистская Германия потерпела поражение от союзников, над российским террористическим образованием будет произведено. Процесс будет. Желаю всем удачи. Огромная благодарность всем нашим участникам, слушателям, а также тем, кто нас слушает. Адикёш, маршал.